10 августа в ходе завершающего этапа совместных учений военнослужащие Таджикистана, Узбекистана и России при поддержке артиллерии и авиации разгромили условное незаконное вооружение, формирование которое перешло государственную границу на юге Таджикистана. С 1 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон Хатлонской области в 20 километрах от таджикско-афганской границы проходили широкомасштабные совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и России. Во время военной демонстрации делегация вооруженных сил Узбекистана организовала временную базу с тяжелой бронетехникой и военными автомобилями, тяжелым вооружением и боеприпасами, а также подразделениями специального назначения. Вооруженные России в основном представляли подразделения 201-й военной базы. На учения были подтянуты дополнительные силы и боевые самолеты из других регионов страны. Вооруженные силы Республики Таджикистан представляли личный состав войсковых частей подразделений сухопутных войск, дислоцированных в Хатлонском гарнизоне, подразделения десантно-штурмовой бригады сил быстрого реагирования, вертолеты и самолеты военно-воздушных сил и противовоздушной обороны национальной армии. С целью подведения и обобщения итогов совместных военных учений трех стран на полигон прибыли министр обороны Республики Таджикистан, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Узбекистан, командование Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, председатель Хатлонской области и другие официальные лица. В масштабных военных учениях наряду с более 2500 военнослужащими вооруженных сил трех стран также были задействованы 25 военно-транспортных вертолетов, истребители и бомбардировщики, 500 единиц бронетехники и специальной боевой техники, пушки и самоходные установки, различные артиллерийские средства, современные военные машины и другие специальные военные принадлежности. В ходе подведения итогов коллективных совместных военных учений трех стран выступили министр обороны Таджикистана генерал-полковник Ширали Мирзо, начальник Генерального штаба вооруженных сил первый заместитель министра обороны Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов, командующий Центральным военным округом вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Александр Лапин, которые рассказали о значимости и цели проведения военных учений перед его участниками и отметили, что президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами, генерал армии уважаемый Эмомали Рахмон, наряду с другими главами государств региона и мира, является сторонником мирного решения внутренних конфликтов, всегда выступает против действий террористических и экстремистских группировок, а также призывает сопредельные государства региона и мира коллективно бороться против всех угроз и вызовов века. Активным участникам совместных учений были вручены медали и грамоты, различные памятные подарки и другие награды. В завершение мероприятия состоялся военный парад.